Всех с добрым утром. Пора, наверное, уже вставать. Время сколько? Ого, время уже без 5:08. В общем, друзья, такой расклад. Лег я где-то уже около часу, пока поужинал, пока тудым-сюдым. Посмотрел печь. 2 березы вроде шаялась. Думаю, дай на всякий случай кину третью. Тем более 2 березы начали давать жар. Думаю, чтобы не жарко было, как раз думаю, засуну одну березину. Одна, думаю, сильно гореть не будет. И как раз будет нормально комфортная температура. Ага. Оно у меня как разгорелось. В избе стало жарко. Не уснуть, ничего. Где-то, наверное, спальник раскрыл. Часа 2 точно, наверное, как в бане было здесь. Вот. Потом вроде дрова прогорели. Где-то, наверное, к часам 4, наверное, более-менее температура стала уже. Устал. Не стало никаких будильников, ничего. Думаю, высплюсь. Проснулся, уже светло. Самое классное, что мне нравится в лесу, в избушках, это просыпаться тогда, когда высыпаешься. Несмотря на то, что поспал буквально, скажем, часа 3-4, нормально выспался. Даже не вставал, не посмотрел, сколько времени. Где-то около часа просто лежал и наслаждался вот этой тишиной. Это просто здорово, когда абсолютная тишина, аж в ушах звенит. Аж иногда вот начинает казаться, что буран, что ли, где-то едет снегоход. Это уже звенеть в ушах начинает от этой тишины. Ни музыки никакой, ни радио, ничего. Просто звенящая тишина, и ты наслаждаешься вот этой тишиной. Вот в этом весь кайф. И высыпаешься, несмотря на то, что мало поспал. Это первая ночь всегда так тяжело. Дальше будет нормально, потому что сегодня мы по-любому придем в избу пораньше, ляжем пораньше, естественно, встанем тоже уже пораньше. Так что время 8 часов, встаем, завтракаем. Нормальные люди, наверное, уже в 6-5 часов уходят на рыбалку, там, чтобы порыбачить. Я нет. И у меня продольники, удочки рыбачат. Сейчас нормально позавтракаем. Пойдем, проверим. Попробуем, конечно, поставить прикормку и порыбачить на удочку. Ну, я вам говорю, я не знаю, рыба здесь поймать вот так, чтобы сидеть и на удочку клевать, это... Может, я не умею, может, время не то, может, как раз в это время, когда я сейчас сплю, рыба клюет рано утром. Что, скорее всего, так и есть, наверное. От рассвета часиков до 9, наверное, есть поклевки. А мы в это время спим. Ну, ничего. Мы не гоняемся за количеством рыбы, как получается. Улов и так есть хорошо. По крайней мере, это не сеть. Продольники, это тоже получаешь адреналин, и удочки, это все тоже тащишь в лунку, также удочку. Так что эффект практически тот же. Ну, конечно, бы на удочку поклевки было интересно, но ничего страшного. Когда рыба шевельнется и у нее будет активность, она и днем будет клевать. Куда она денется? Ловили же мы днем и сига, и хариуса, и все такое. Так что поднимаемся. Разминаемся, завтракаем, растапливаем печь и все такое. И встречаемся на реке.
Кстати, вот такая разминочка утром никому не помешает. Раз 30, 40, 50 отжался. И уже чувствуешь, как легкие расправляются, наполняются кислородом. И ты полон силы и энергии. Встаем, завтракаем и на речку. Ну, не изменишься. Станешь седым, как дым, но не изменишься. Друзья, время завтрака. А на завтрак... Опа! Не поваляешь, не поешь. А на завтрак у нас сегодня вот такие вот поджаренные макарошки с котлетами. Котлеты мясные. Где уже Ташкент. Закроем поддувало. Закинули березу. Пущается. Даже немножко дверь, пожалуй, приоткрою. Махом нагрелась. Еще я вам скажу, самая лучшая зарядка — это колка дров. Пару чурок расколол, вышел, сходил в туалет, пару чурок расколол. А сейчас тепло, за бортом минус 7,5 градусов. Елка вообще тяжело колется. Воткнул, перевернул, хлоп, хлоп, хлоп. Сушнячка, березки немного. И все. У меня уже сходил, помылся. Еще чем прикольно вот жизнь в избушке. Некоторые делают умывальники прямо в избе. Я понимаю, это какая-то доля комфорта, все такое. Но есть что-то в этом такое. Обыкновенная полторашечка, прибитая к дереву. Крышечку открываешь, моешься. Ну, есть что-то в этом свое. Мне нравится. Помылся, обтерся, снегом еще, и вообще здорово. Ты просто чувствуешь прилив энергии такой, ух, и сразу просыпается аппетит. И вот как бы с утра некоторые вообще не едят, некоторые едят мало, кто-то там чай, кофе, потанцуем. А я вот сейчас вот чувствую, я даже вот проглочу эту сковородку за 5 секунд, и будет просто все замечательно. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Кто завтракает, кто обедает, кто ужинает, кто когда меня смотрит. С утра никаких рыбацких. Все будет вечером. И до встречи на льду. Она будет уж скоро, сейчас буквально 15-20 минут. И мы на урагаше выйдем. Ну вот и все. Посуда любит чистоту. Теперь кружечку горячего чая с трубочками от Валентины Васильевны. И вообще шикардос. Вот покупаешь трубочки там в магазинах, кулинарии, там еще где-нибудь. Вообще не то. А тут получается неповторимый вкус вообще. Мне кажется, я нигде не пробовал таких вкусных трубочек, как у супруги. Спасибо. И самое главное, они работают. Есть трубочки, есть рыба. Как вы сами вчера убедились. Сегодня, надеюсь, они работают не хуже. Но если не трубочки, еще бывает хворост. Тоже обалденная штука. Они какие-то вот такие.
вкусные. Еще сахарной пудрой так присыпаны. Вообще. Не, свой плюс, конечно, несомненно есть в том, что когда один в тайге, когда вдвоем, втроем не успеваешь думать, как-то все время проходит в общении, а когда один, общаться-то не с кем, и вот начинаешь в голове прокручивать те или иные планы, планы на весну, планы на недалекое будущее, планы максимум, планы минимум. Не зря же Ленин в шалаше такое намутил, блин. Тоже небось думал кто-то, когда в разливе там был. Мы, конечно, в таких масштабах мутить ничего не будем, но думаю, как в этом году провести весновку. Кое-какие планы есть. Если все получится, будет хорошо. Это будет необычная весновка с поездкой на озеро, ой, на болото мое, куда я ездил каждый год на буксировочке. Все устраивает. Все хорошо. Но выезд это, конечно, что-то с чем-то. Это просто техника убивается. Большая нагрузка на технику. Да и получается, выезжаешь в то время, ты просто теряешь. Вот там получается, болото открывается, и день-два, если совпадает с перелетом, и когда вот озеро еще стоит, а болото открывается, край озера, вот тогда да, продуктивно. По большому счету, когда уже озеро откроется, там сидеть смысла нет. Ну да, можно рыбки немного поймать, там окуня, карасика. Но здесь же какие просторы, здесь Печора, здесь все такое. Так что, возможно, в этом году весновка у нас будет на лугах. Не на болоте, а на лугах. Скажу заранее. Кое-какие планы есть. Если все получится, будет интересно. Так что, вот пока один находишься, вот я сегодня утром, пока валялся в тишине, у меня созревали кое-какие планы. Так что, если что, будем воплощать планы вместе с вами. А что, сейчас глазом не успеешь моргнуть. Сейчас у нас что? У нас получается 20, да, сегодня число? Да, 20 марта. 20 апреля раз. Это уже утка прилетит, получается. Где-то недельки через 4 уже май. Считай, практически. А это уже все весна. Тут глазом не успеешь моргнуть. Надо успеть пару раз ездить еще на лесную речку по Хариусу. Как бы охота это, охота то. На озера хочется сходить тоже. На болотные озера там. Есть задумки, есть крупный окунь такой черный. Хочу на блесну его попробовать. Все-таки на то озеро, где мы были, где мы начинали, там хочется попробовать на жерлице. В общем, планов много. Потихонечку как-то будем воплощать их в жизнь. И, конечно же, мы все покажем, как это все происходит. Ну а теперь точно допиваем чай и встречаемся на реке. Ну что у нас сегодня с погодой? У нас сегодня с погодой не очень комфортно. Мороза нет, так идет метель. Снегопад, метель. Сейчас укроем нашего ураганчика, чтобы его снегом не закидало. Немножко дадим двигателю остыть. И покрывалом укрою.
Так, давай посмотрим. Я вчера все лунки засыпал, кроме одной. Было -8. Я сейчас специально посмотрю, стоило засыпать, не стоило. Обещали до -14. Можно было и не засыпать. Даже так пробилась лопаты. Просто что края вот замерзают, это да. Надо будет потом пешней расширять. Начнем сразу проверку с продольника. Как и вчера, сначала проверим все продольники здесь вот. Раз, два, три. По 3 крючка у нас. Раз, два, три. 6 таких. Блин, все забыл опять груз взять. Они без груза поверху идут. Потом вот эти проверим. Я все-таки не стал снимать. Поставил на запутанных тоже продольники вчера. В надежде то, что оборванные поймаю. Запутаются, так и ладно. Ну и потом уж перейдем к удочкам. Пока проверим, полдня и закончится. Так что не будем тратить время. Его мы и так уже потратили. Сколько времени уже начинаем проверку? Время без 20:10 уже. Ну, вчера мы начали намного позже, так что сегодня мы все проверить успеем. Однозначно. Ну что, поехали. Так, небольшая натяжечка есть. Ёршик у нас подох. Ёршик у нас подох. Кто-то дергает. Застрял. О, все. Отцепился второй ёрш живой. На лимчика вчера зацепил этого. О, сижок, 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 друзья, идет сижок. Сразу удача. Первый продольник. Вон ёршик и сразу идет сиг. Ай, красавец. Вон такой сижок. Ха-ха-ха. Здорово, друзья, здорово. Сиг проснулся, и это радует. Вкусняшка. Янцкадан. Что, друзья, все здорово. Первый продольник и сразу сиг. Это значит, сиг у нас тоже проснулся, не только язь. А это дает огромную надежду, что мы половим все-таки вкусной рыбки. Сиг прекрасен в любых сочетаниях. Малосолка, жареный, он вот такой же почти как и хариус. Здорово. Продолжаем. Так, сегодня немного начнем по-другому. Сначала проверю все палки, а потом уже все остальное, потому что, ну, чтобы не запутали, если что попало, меньше будут гулять, меньше запутают. Все равно, если что попало, попало рано утром. Вот одну палку мы проверили, сига мы уже увидели. Смотрим дальше. Так, надеюсь, все видно. Поехали. Так, что-то запутано. Что-то есть. По-любому что-то есть, и что-то конкретно уже успела запутать. Есть надежда на сига, потому что сиг любитель. Опа, нет, это не сиг. Однозначно не сиг, это язычек. Опа. О, еще второй.
Вот кто и запутал, получается. Два язя. Енскаден. Зацепили слабо. Но запутать успели все конкретно. Язечек один. Сейчас распутаем. Язечек второй тоже зацепился слабо. Могли бы и сойти. Вон два таких красавчика язя. В чем прелесть зимних продольников? Вот то, что язь попасться может и на малька. А вот, допустим, сига взять, ты его уже на малька не возьмешь. Нужен маленький крючок, вот именно заглотыш, чтобы он его заглотил до желудка и чтобы не сошел. И что, какую роль еще вот играют вот то, что на крупные крючки, во-первых, возможно, вот что оставляю живца, во-первых, возможно, хапнет налим, небольшая, очень небольшая надежда, но все-таки есть. Во-вторых, когда пускаешь продольник, а тут живец, он ходит туда-сюда, и получается, эти мелкие крючки, они сами по себе шевелятся и, получается, приманивают рыбу. Ну, если одна рыба попадет, она еще больше начинает шевелиться. И так и далее. Но надо проверять почаще, потому что вон, как мы видим, если попадает пару хороших бойцов, то они все прекрасно путают. И потом очень много времени уходит на распутывание этого всего. Ну что теперь? Зато попадает. Можно, правда, здесь жить, постоянно проверять, прямо на палках. Когда будет тепло, мы так и сделаем. А пока рыбачим так, как есть. Потихоньку распутаем. Так, ну что, готова еще луночка. Смотрим. А здесь, походу, пусто. Поехали дальше. О! Вот на это тоже отлично клюет. Это как ее, личинка ручейника или веснянка, или как там мы зовем ее, просто каракатица. Так что, кстати, на продольниках она не очень работает. А на удочку на лесной речке просто шикарно. Так что здесь попробуем, если сейчас буду ловить на удочку. Обязательно зацеплю. Проверим. Поехали дальше. Так. Цепляется блёд. Ёршик живой. Говорю, налима весной у нас нету. Я не знаю почему. Но чтобы поймать налима, это очень надо постараться. Небольшая натяжечка есть. Возможно, это ёрш или сижок. Ёрш. Здоровый ёрш. Неужели был бы налим, он бы не съел этих ершей? Конечно бы съел. Ну, цеплять я цепляю, конечно, на большие крючки ершей, но смысла нет. Я не знаю почему. У нас налим берет на печоре только по первому льду. Потом его как будто отрубает. Ёрш тоже рыба, соленый, он очень вкусный, тем более весенний ёрш, он сейчас с икрой идет. Что я не люблю минусовую температуру с продольниками возиться, это то, что все замерзает быстро. Вон вчера у Лешки, у соседа, у брата накопал червей, покупать не надо. 15 минут и штук, наверное, 100 накопал, если не больше. В навозе там прямо такие, как раз такие средненькие черви для продольничков.
В магазинах все раскупили. Раньше копали червей на теплотрассах. А теперь народ обленился или разбогател до такой степени. Начали червей уж покупать. Ладно, опарышей. А то и червей покупают. Да и сам бы вчера купил. Пошел в подвал. А там червей осталось с гулькин нос. Почему-то они все удачно. Одна мелочевка осталась. И все, остальные почему-то подохли. Блин, ёрш запутал все. Собака серая. Ладно, выключаемся. У нас тут опять путаница, блин, на ровном месте. Друзья, вот проверили мы первую палку, был сиг. Проверили вторую палку, было 2 язя. Остальные палки принесли нулевой результат. Пару ёршиков и все. Самое печальное то, что даже все черви целые. Как бы надежда была. И теперь вот я проверяю мелкие продольники, которые здесь вот возле берега по 2-3 крючка. И здесь чувствую натяжку. Это получается что? Вот так вот получается, где-то рыба идет. Вот там вот метров за 40-50 все зашуговано возле берега. Вот так вот, где вдоль палки вот у меня стояли, там все зашуговано. Там ямка получается. Если там рыбы нет, она получается как-то здесь полосой идет, что ли. В общем, друзья, что я включился, здесь есть натяжка, и сейчас мы посмотрим, что там за рыба. Натяжечка есть. Древние продольники мои, вот 3 крючка, значит, здесь. Изготавливал давным-давно их. Натяжечка есть. Что-то чувствуется. Что-то там идет, что-то там уже дергает. Походу это сиг. Потому что идет спокойно. Без особых таких рывков. О, пошел дергать. Нет, это язь. Это язечек. Какой ты скользкий. И все. А шел спокойно сначала. Так что у нас третий язь, 4-я рыба сегодня. Остальные черви, как мы видим, все целые. Так что особо рыба еще не проснулась. Это, видать, то, что 2 дня не проверяли. Потихоньку рыба собралась, потому что черви целые. В один день, видать, пару язей попалось, второй день. И так за 2 дня, что не проверял, потихонечку собрался. Вчерашний улов, вот то, что 16 язей и 2 сига. Сегодня за одну ночь, ну еще не вечер, да еще и не все проверили. Вон здесь кто-то был тоже. А здесь язи был. В общем, проверяем. И потом будем уже, сегодня все проверим. Можно будет поставить какую-то прикормку на эту полосу, скажем, чуть выше там. И поставить огородики. Так, закончили проверку продольников. Перешел на удочки. Тронул первую удочку, вроде не клевала, потом бын-дын-дын. Что-то клюнуло. Но походу что-то не крупное, или ёрш, или что, я не понял. Смотрим. Скорее всего, да, это ёрш. Так и есть. Но ёрша тоже надо убрать, потому что ёрш не даст зацепиться хорошей рыбе. Заглатывает, они долго жить не будут, но на всякий случай вот я приготовил такое ведро с водой. Сюда кидаю всех живых ершей. Вон, один уже окочурился, он жить не будет по-любому. Второй вот вроде пока плавает.
они заглатывают. Но пока плавниками шевелит, пусть поплавает, может еще очухается. Ну да, 3 язя и один вот такой вот сиг. Начало было многообещающее. Потом все утихло. Ну ничего, сейчас проверим все удочки. Пробурю несколько лунок. Сначала вот старых, которые... Потому что новые лунки бурить — это ножи убивать. А старые лунки вот раз, два... Где-то тут 5 лунок было старых, где у Сереги стояли вставные удочки. И там потом попробую на удочку. Да, да, нет, нет. Поставлю прикормку и все такое. А пока проверяем удочки. Вот, друзья, там мой ураган. Он проверил, сколько удочек. Наверное, тут штук 15. Сначала доставал, смотрел. Все черви целые. После того ерша ничего не было. И вот на середине реки, получается, вот скоро 3, 4, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7-я от конца. Наконец-то долгожданная натяжка. Здесь кто-то есть. Вот так я вот смотрю. Отпускаю. И тут чувствуется прямо такой вес. Здесь рыба есть. И сейчас мы посмотрим. Повезет нам, не повезет достать ее. Вес чувствуется. А дергать сильно не дергает. Видать, заглотил глубоко. Или это сига 5. Нет, вернее, это неправильно выразился. Или это язь, который заглотил глубоко и устал дергаться. Хотя вчера вечером еще проверял, он не так-то давно. Давай пошире сделаем вот здесь. Чтобы без пролеза, без вопросов. Так, ну вот. Луночка чистая, луночки здесь у нас соточки. Смотрим. Пока идет. Все, начал дергаться. Все, пошел дергаться он. Не хочет лезть в лунку. Все, пролез язь. Вижу язя. Попал на нимфу. Оп. Скользкий и сильный в то же время. Но ему не удалось. Вон на такую яркую. На опарыша попал. Вот такой вот красавец. А червя не захотел брать. Так что есть смысл. Ну, червя тоже покусал, походу, вон. Вот такая ярко-красная. Кембрик ярко-красный. С подсадкой опарыша. И что-то ему понравилось. Это хорошо. Ну вот, хоть что-то. Так что если играть мормышкой, может быть, что-нибудь да поймаем. Но сначала все проверим, уже дергает, не дергает. А потом уже походим с мормышечкой. Сегодня что-то, походу, не клевый день. Все черви целые. Вот сколько удочек проверил. Остальные даже доставать не стал, чтобы время не терять лишний раз. Все, друзья.
Потихоньку улов растет. Вот так вот иду и дергаю. Если натяжки нет, иду дальше. Вот там что-то резину загнуло вроде бы. Тоже никого. И я-то думал, что рыба проснулась. Но не тут-то было. Проснулись, но не все. Вот тут вот что-то резина загнутая. Не пойму. Что-то вроде бы есть. Есть. Что-то есть, вон. Есть. Видно? Дергается вон. Смотрим. Ну, что-то такое некрупное. Или ёрш, или что-то некрупное. Или крупный ёрш, или сижок, я не пойму. Сижок. Ха-ха-ха, Янскадан. Вот он. Сижок, красавчик. Янскадан. Это здорово. Вкусняшка вот такая вот красивая. Тоже со своей красивой такой вот оперение такое. Вообще красивая рыбка, конечно. Он такой носик у него маленький. И большой крючок ему в нос не лезет. Ему только нужны маленькие заглотыши, которые он проглатывает до желудка. И уже сход практически исключен. Ну все, и у нас осталось еще 2 удочки. И пойдем пробовать бурить и пробовать на мормышку. Ну что, друзья, закончили мы утреннюю проверку. И вот результат. 3 азия и сиг на продольники и язи сиг на удочки. Получается 4 азия, 2 сига, 6 штук. В принципе не пусто, но если честно, я надеялся на результат получше. Вчерашняя проверка меня обнадежила, но я не учел то, что я 2 дня не проверял. Вполне возможно, что каждый день так по 5-6 штук и попадало. Из-за этого получился такой результат. Потому что все черви целые. Рыба, видать, гуляет еще плохо. То, что попадает. Но уже шевельнулась. Уже немного гуляет. Так что сейчас попьем чайковского с трубочками. И попробуем сделать несколько лунок. Поставить пару прикормок. У меня есть творог с комбикормом, 1 прикормку поставлю, а 2 покупную магазинскую поставлю, закинем и попробуем так на мормышку. Подойдет, не подойдет на запах, будет видно. Ну, а потом вечерком еще раз проверим. Будет, нет, засыпаем. И сегодня пойдем пораньше. Завтра, возможно, если никакого результата на реке не будет, опять съездим на озеро. Ну, видно будет. Все покажет время. Пока у нас перерыв. Чаепитие. Чаепитие с трубочками. Вот наш термос. А вот наши трубочки. Их осталось немного, но они есть. Ту, я забыл совершенно закрыть двигатель. Но ничего страшного. На улице походу потеплело. Где-то около -2, -3. Небольшой снежочек. Нормально. Комфортная температура. Взял тару для воды.
будет в избушку запас воды привезти. Съездим на ручей. В общем, будем заниматься делами.